Живущий в Екатеринбурге таджикский видеоблогер, называющий себя солнечным мальчиком, санбоем, стал очевидцем возгорания силового кабеля на трамвайной остановке. Разные люди делают себе маски, страшные маски, ужасов или какое-то убийство, какое-то еще, ну, актеров какой-то. Я решил сделать оригинальный костюм с деньгами, чтобы была еще прекрасная. Еще была детям, чтобы они радовались. Еще я им деньги даю, чтобы они как-то им было приятно. Судя События итоги дня на областном телевидении 311-29-47, и мы продолжаем. Сейчас узнаем всю правду о жизни мигрантов из Средней Азии в Екатеринбурге из первых рук от автора видеоблога «Я таджик». В начале именно о нем расскажем. Последние новости из жизни приезжих почти год рассказывает в своем видеоблоге мигрант из Душанбе Парвиз Абдулоев, учитель английского и корейского языков в Екатеринбурге уже 8 лет. В его зарисовках экскурсии по самым красивым местам. Понял, да? Красиво, да? Привет, говорю. Классно. Классно, да. Вообще-то красиво дома. В прямом эфире Парвиз учит готовить, гуляет по продуктовым и вещевым рынкам, бывает на городских праздниках. Блогер знакомит подписчиков с друзьями-мигрантами из соседних республик, которые приехали в столицу Урала на заработки, продавцами, парикмахерами, врачами. Канал Парвиза смотрят почти 20 тысяч человек. И наш гость Парвиз Абдулоев. Парвиз приехал в Екатеринбург из Душанбе, где работал учителем английского и корейского языков. Автор YouTube-каналов «Я таджик» и «Санбой ТВ», на которых рассказывает о жизни таджикских, узбекских и киргизских трудовых мигрантов в Екатеринбурге. Здравствуйте, Парвиз. Здравствуйте. Здравствуйте, Парвиз, спасибо, что пришли. И приглашайте вашего товарища Абдусидик Хасанов. Представьте нам его. Абдусидик, самый близкий мой друг в Екатеринбурге. Мы здесь познакомились. Вот. У него тоже канал есть, Рамазан А4. Тоже блогер? Да. У вас на что? У меня также это обычно. по пранки, про все такое. Молодежный блог. Да, такой. молодежи. Ваши блоги на каком языке? Кто их смотрит? Русские, таджики, англичане, вы английские? Мы больше Корейцы. мы больше всего разговариваем по-таджикски и по-русски. Иногда придется разговаривать по-английски, когда в Екатеринбурге больше всего туристы приходят. Мы с ним встретили в Высоцке, в разных местах Екатеринбурга. Также придется по-английски общаться. А когда у нас встреча будет с узбеки и киргизом, придется с ним тоже также вопрос задаем по-узбекски, киргизски и другим языкам. Парвиз Абдусидик, мы хотим, чтобы вы сейчас рассказали, как вы видите нас. Ну, во-первых, приезжают на заработки, у вас плохо все с экономикой на родине? Не, у нас все хорошо, у нас там просто больше всего народов, так же, как в России, уходят на другом, на Европу, на заработки и также путешествовать. Нам тоже нравится вот в Россию приехать, ну, посмотреть в городе и также зарабатывать. Здесь можно хорошо заработать? Да, можно. Я не знаю, вообще-то я учусь. Я еще не зарабатываю. Вы отсылаете деньги домой? Ну, принято считать, что мигранты здесь тяжело работают, ночуют в каких-то вагончиках, отсылают все деньги домой, и на этом держится экономика Таджикистана. Все это было раньше. Было? Да. Сейчас нету такого. Есть, но очень мало людей, которые мы тут действительно мы видим, что они живут в вагоне. Больше всего наши, все здесь сейчас в Екатеринбурге живет семейно. В отдельной квартире, собственная квартира больше всего у них есть. Знаю таджиков, которые еще есть здесь несколько квартир. Ну, то есть уже не мигранты, Уже не мигранты, жители да, непосредственно Екатеринбурга. Вот я хочу уточнить, это люди, которые переехали в Россию или приехали на заработки, Приехали, заработать, отправить да. деньги, потом Есть- вернуться? Есть люди, которые приехали в Россию и остались здесь, ну, как жители Екатеринбурга стали в России. Есть люди, которые приехали здесь и покупают собственные квартиры, живет примерно 10-20 лет или 5 лет. Каждый год они уезжают с семьей домой и возвращаются на заработки. Они здесь. получают гражданство российское? Да, естественно. То есть они становятся гражданами Да, России? у нас двойное гражданство. Им нравится в Екатеринбурге? Естественно, больше всего я им вот это вопрос всегда задаю. Как вам Екатеринбург? Они больше всего отвечают, что лучше, чем другие города, Екатеринбург лучше в России.
Лучше, чем Москва, лучше, чем Санкт-Петербург, лучше, чем Калининград, там тоже много мигрантов. Ну, естественно, потому что там больше всего они не успеют, и не то, что не успеют, они не могут сделать документы на проживание. А здесь, в Екатеринбурге, легче, чем в другом месте. Абдусидик, как на вас смотрят екатеринбуржцы? Нормально. Свысока, не свысока? Ну, по-разному. Люди Слушайте, но есть простой штамп, что приезжие мигранты — это дворники, строители, то есть люди, которые занимаются физическим трудом, требующим низкой квалификации, которой мы заниматься не хотим. Нет, это здесь есть люди, которые занимаются выше уровня. Например, доктор, учитель, также учитель работает, и шофер. И также у них есть собственные фирмы свои, как у меня тоже. Здесь я работаю не дворником, и не это. У меня есть своя собственная фирма, ООО «Самбой». Также у других есть. Но бихатон-то кто кладет? Не понял. Бихатон кто кладет? Плитку. Плитку? Да. Но есть люди, которые приезжают здесь, которые они не образованные, которые остались в 90-х году, когда у нас была война. Вот в это время они не учились, не успели учиться в школе. Они приезжают здесь, зарабатывают, но на 6 месяцев, на год и уезжают обратно домой. Эти По люди, вашим которые- ощущениям, как к вам относятся к екатеринбуржцы? Как к равным, как к низшим, как к обслуге? Равновесие. Мы не То видим, есть и что то, и то да, есть, и то, и то есть. или ровно, все ровно? И то, и ну, то можно есть. говорить даже ровно. Да, Ровно. ровно. Да. Таганский ряд — это город в городе? Нет. Нет? Какая-то своя там отдельная жизнь есть в Таганском ряду, та, Да, которая Таганск- неизвестна, например, нам, живущим в Екатеринбурге, вокруг Таганского ряда. Нет такого. Как так? Просто там Таганский ряд, как сказать, там очень много мигрантов, которые занимаются торговлей. У них есть свои фирмы, которые привозят из другого страны, из другого места. Здесь шмотка и обувь и продают. Из-за этого там Таганский ряд, ну, как вы знаете, все мигрантов, да, Таганский ряд скажет, все знает, что все таджики, узбеки, киргизы, Все это там. там. Да. Но нам кажется, что это какое-то маленькое отдельное государство, куда нам особо и не зайти местным. Нет, это не то. Потому что когда Таганский ряд был, сходили блогеров, которые русские, их не позволили заходить туда, в Пекин. Блогеров? Да, в Пекин. Когда я сам захожу, мне даже они сами приглашают, что приходи снимай. Вот кафешки открываются или ярмарка бывает, они сами позовут сюда. Абдусидик, вы на кого и где учитесь? Я учусь на школе. В школе? Да, в школе Не в учусь. институте? Не, он- Мне еще 17. 17 лет, вы школьник? Да. Какая школа? Школа 149. Вы гражданин России? Нет еще. Нет, и при этом учитесь в школе. Да. Как вам в нашей школе? Ну, я говорю в нашей, потому что раз вы не Да. гражданин России, то это наша Да, школа. нормально. Вы успеваете по всем предметам? Ну, почти. С какими предметами проблемы? Математика. Ну, с математикой. Как всегда. Дальше вы собираетесь жить в Екатеринбурге, в России, возвращаться в Таджикистан? Ну, я еще буду здесь одновременно. Потом в Таджикистан поеду. А вернетесь? Да, Почему не вернусь. останетесь? Ну, не знаю еще, не решил на этот вопрос. То есть поступать здесь, в Екатеринбурге, в вуз какой-то не будете? В институт? Не, в университет? институте здесь буду учиться. Профессию А потом все выбрали? равно возвращаться? Да, После института уже возвращаться? да. Парвиз, вы чувствуете себя екатеринбуржцем или нет? Или все-таки вы чувствуете себя приезжим, который здесь, ну, как-то временно... Ну, если честно, как говорят, гости хорошо, дома лучше. Естественно, мы в другом стране всегда считаем себя гости. Мы обязательно вот приехали, у нас отношения не как гости, как местные с местными людьми. Но мы всегда думаем, что мы гости в этом стране. Многие ли ваши, еще раз повторю этот вопрос, многие ли ваши соотечественники хотят остаться и остаются в Екатеринбурге? Да, потому что вот это важно. Да, и действительно, я встретил человека, который об этом сказал, что я больше не хочу обратно в Таджикистан, потому что там ему нечем делать. Потому что он так-то не учился там и не может зарабатывать нормальные деньги. Последнюю Да. минуту. Вот я таджик, представьте, я приехал из Таджикистана, ничего не знаю про Екатеринбург. Расскажите мне за минуту о Екатеринбурге.
Екатеринбург. Я могу сказать вам, что Екатеринбург, центр мигрантов, это Таганский ряд, место, где мигрантов больше всего, это Дековоз. И также есть в городе Екатеринбурге очень красиво, очень много интересных мест. Как хотите, если хотите узнать посмотреть все города, тогда Высоцкий, если вам интересны местечко, чтобы там с народом встретиться, разговаривать. Это Плотинка 1905 года. Если хотите узнать про исторические места Екатеринбурга, также есть клавиатура и парки в Екатеринбурге. Парки, которые парки очень много здесь. Каждый, кто приезжает сюда, они хотят, если у них есть выходные, мы его туда гуляем и показываем. Даже рассказываем, что в Екатеринбурге вам не скучат дома. Какое-нибудь одно слово, мы об этом говорили в начале, которое характеризует город, вы можете назвать? Добрый, жестокий, храбрый, смелый. Добрый, это естественно, потому что мы встретились людей, которые старше нас, старше, пожилые люди, всегда выступают, когда у вас ребенок на руках или ходите в трамвае, да, пожилые женщины ходят. Спасибо большое, это была экскурсия виртуальная по Екатеринбургу от Парвиза Абдулоева. Мы готовы продолжить сразу после выпуска событий. Смотрите большую рубрику «Спорт» с Александром Кеселем.